Вчера в Таджикистан для проверки боеспособности 201-й российской военной базы прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Сегодня утром его принял президент Эмомали Рахмон. На встрече стороны обсудили вопросы перевооружения таджикской армии на фоне обострения ситуации на севере Афганистана. Вчера же Сергей Шойгу проинспектировал российскую военную базу и остался недоволен результатами увиденного. Министр осмотрел казармы, столовую, поликлинику, а также новые общежития для военнослужащих по контракту. Главу оборонного ведомства возмутили темпы строительства объектов. Госпиталь Душанбинского гарнизона должен был быть возведен еще в декабре прошлого года. Теперь министр поставил задачу сдать объект к 1 сентября. А что вам надо, чтобы вот это ввели к 1 сентября? Для того, чтобы ввели с 1 сентября, нужна доставка оборудования, это заключение контракта и увеличение лимитов по оплате. Не понял. Объясните еще раз. То есть на 25 декабря у вас все есть? Есть лимиты, Ну, по есть плану, необходимые средства, да? Да, так запланировано. А на сентябрь их уже нет? Еще нет. Что-то непонятно, вы что докладываете или нет? Значит, разберитесь, доложите. Больницу 1 сентября Есть. Не понравилось Сергею Шойгу и то, как строится объект. Он распорядился уделить особое внимание сейсмоустойчивости строящихся объектов и строгому соблюдению технологических процессов. Напомним, недавно был смещен прежний глава военной базы, на его место назначили нового полковника Дениса Лямина. Беспокойство министра строительством объектов связано с предстоящим расширением базы до 9 тысяч военнослужащих. Сейчас в Таджикистане пребывает около 6 тысяч российских солдат. А в это время сайт Азия Плюс опубликовал статью о мытарстве родителей солдата, который был пленен полгода назад во время дежурства на границе. Пожилые родители Мехраджидина Шадиева обивают пороги чиновников, стараясь смягчить сердца высоких чинов. По словам отца, он обошел всех, начиная от военкомата, управления погранвойск и заканчивая администрацией президента. Направил письмо и самому главе государства.